Здравствуйте! Я бесконечно рада тому, что вы со мной смотрите, поддерживаете. Это очень ценно, очень важно. И сегодня я хочу поделиться с вами очень насущной, актуальной, возможно, для многих темой, с таким кодовым названием «Что делать, если все пошло не по плану?». Особенно актуально, я думаю, данное видео будет для людей, склонных к тревожности, склонных к тому, чтобы программировать, простраивать, свою жизнь к какой-то вот этой вот планомерной стратегии, и когда жизнь свои коррективы в нее вносит, мы сталкиваемся, собственно, с тем состоянием, о чем сегодня мы будем говорить, и как с ним взаимодействовать, как с ним быть, как себе помочь, как прожить этот кризис, не побоюсь этого слова, так, чтобы с минимальными потерями и с максимальной пользой. Все, как мы любим в психотерапии. Вот, я надеюсь, что это видео попадется тем людям, которым действительно актуально данная история, данное переживание, есть запрос, скажем так, на этом. И надеюсь, что оно будет полезно и хотя бы немножечко поможет почувствовать себя лучше. Если это будет так, это будет прекрасно. Я буду очень этому рада. Мы поговорим сегодня про проживание вот этого ненормированного кризиса. Кризисы у нас есть нормированные и ненормированные. Допустим, там кризисы развития, с которыми мы с вами знакомились в цикле лекций по возрастной психологии. Это нормированные, нормативные. А есть ненормированные кризисы. Кризисы, связанные с разводом, увольнением, лишением чего-то, утратой, например. Сегодня это будет не столько про утрату, хотя утрата некоторых надежд, некоторых стремлений, планов, крах, их тоже можно рассматривать как утрату. Поэтому, мы не будем сегодня именно заглубляться на теме утраты, можно будет как-нибудь отдельно об этом поговорить, как, опять же, себе помочь и так далее. Мы сегодня поговорим именно про вот это вот «все пошло не по плану» и о всем сопутствующем. Мы поговорим об этом в 4 компонентах. Это эмоциональный компонент, когнитивный компонент, такой физический, телесный компонент и немножечко философского компонента. Каждый из них одинаково важен. Просто начнем идти от первого к последнему, но по значимости они все важны. Итак, начнем с эмоций. Когда происходит кардинальная, резкая перемена, смена в какой-то выбранной вами стратегии, в каком-то плане, мы чувствуем очень разный поток эмоций, очень большое количество эмоций с нами случается. Некоторые люди будут сходным образом реагировать, некоторые более отличным, но это прям такое диапазонище буквально того, что мы испытываем. От всех оттенков злости, раздражительности, негодования и так далее и тому подобное, до отчаяния, какой-то такой депрессивной даже истории, какой-то бесперспективности и так далее. Огромный диапазон эмоций. Это выдает нам наш организм, наша психика, и эмоции, как всегда, любой мой коллега скажет, важны и нужны, любые. Очень важно нам этот эмоциональный компонент признать и прожить, прочувствовать. Это крайне важный такой начальный этап самопомощи, в том числе, облегчения своего состояния. Не пытаться как-то избежать, как-то обесценить, как-то закрыть. Крайне будет негативное последствие от такого способа взаимодействия со своими эмоциями. Эмоции мы должны хотя бы признать. Начинаем с первого шага. Это признать, что сейчас я подавлен, сейчас я злюсь, сейчас у меня, я чувствую какую-то безнадегу, какую-то невозможность, очень такое яркое, неприятное, надеюсь, что знакомое немногим чувство невозможности, когда я не могу, то есть
это есть. Вот без фильтрации, без оценки, без попытки как-то это скорректировать, попытаться, как в любой работе с эмоциями, да, попытаться обозначить эти эмоции в буквы, в слова, в то, ну, попытаться, да, из вот того, что я чувствую, вот этой гремучей смеси, выразить, да, это именно словесно, да, то есть осознать, что это со мной происходит. Дальше, от момента осознания того, что да, сейчас я чувствую там, безнадегу, сейчас я чувствую дикую просто злость, какое-то сетование на судьбу или там на каких-то участников, да, срыва этих планов. То есть после вот этого осознания уже хорошая часть работы, мы стараемся наши эмоции прожить. Это достаточно трудоемкое мероприятие, энергозатратное мероприятие. Это непростая история проживать свои, тем более неприятные эмоции. Да, нам всем нравится испытывать радость, счастье, воодушевление, любовь, там что-то такое приятное, вдохновляющее. И очень мало кому нравится грустить, страдать, отчаиваться и так далее. Но это также крайне необходимо, потому что таким образом психика, по сути дела, вот выбрасывая эти эмоции, давая нам их проживать, адаптируется к новому раскладу событий. Очень много процессов происходит, но именно таким образом она пытается, ну, найти новые правила игры, да, как бы старые, скажем так, рассыпались. Вот, поэтому попытаться прожить. Запрос на проживание эмоций очень частый запрос в работе с психологами, психотерапевтами, психиатрами, да, которые практикуют психотерапию. Это достаточно распространенная история, потому что наш эмоциональный интеллект и вообще способность обращаться, да, с эмоциями достаточно сложная. Не особо сильно там ее развивают. Да, сейчас поколение родителей уже старается это делать, но все равно очень большой пласт людей очень в контрах, скажем так, со своими эмоциями. Поэтому это вообще отдельно можно даже на перспективу, да, выносить вот на запрос к специалисту, если я понимаю, что ну никак. У меня никак этого коннекта с этими эмоциями не складывается, я их не понимаю, я не могу их обозвать, я не могу их проживать. Вот. Но мы же говорим про аспекты самопомощи, самые банальные, да, но в том числе рабочие способы, как я могу проживать эмоции. Я могу их прописывать, пытаться соединить, что я чувствую, с телесными ощущениями. И если, допустим, мы говорим про спектр агрессивности, мне нужно, да, эту агрессивность куда-то выдавать. То есть если я злюсь, я могу об этом говорить, об этом писать, ругаться, мат сюда же, да, тоже очень хорошо помогает эти эмоции сбрасывать. Ну, кто занимается спортом и так далее, можно это конвертировать туда. Можно что-то рвать, можно что-то бить, что-то сжимать, да, то есть это все вот то, как хочет ваше тело, скажем так, прожить эту злость, так мы ее и проживаем. Самый, я же говорю, такой вариант применимый, да, если с чего начать, то вот есть какая-то эмоция, допустим, отчаяние у меня сейчас, да, глубокое, душевное отчаяние, я просто не вижу, бесперспективность, беспросветность, будущего нет, да, какая-то обреченность. Как я это чувствую? Я это чувствую тяжелым каким-то таким плитой, каким-то камнем просто на груди, на мне, вот приблизительно вот так. Да, и можно прям постараться на этом чувстве сфокусироваться, да, что вот оно вот такое. Можно его провизуализировать в цвет, в текстуру. Да, какое это чувство? Оно холодное или теплое? Оно, там, не знаю, гладкое или шершавое? То есть можно максимально постараться его обозначить, да, разукрасить. Вот. Если это чувство, да, побуждает меня к какому-то действию, ну, тут тоже без фанатизма, конечно, да, если нам хочется рвать и метать и бить все вокруг, это можно тоже интегрировать. Есть прекрасные комнаты там для ярости, пожалуйста, можно и так, или там, не знаю, по банкам пострелять, например, или в тир сходить, ну, у кого какие способы. Но мы стараемся все-таки, да, чтобы это было без ущерба для окружающих. Вот. Но выразить нужно. Выразить, прожить, то есть признать, да, прочувствовать, и опять же, если эта эмоция побуждает меня к какому-то действию, но без вреда для себя и для окружающих, я могу себе это позволить. Опять же, побить подушку, быстро пробежать,
что-то порвать, что-то записать, высказать. Самая банальная, но самая действенная штука. Почему очень часто люди чувствуют такой эффект облегчения, особенно там на первых, там, вторых сессиях, да, с специалистом, потому что они наконец-то могут высказать вот эту вот всю накопившуюся историю, как будто бы сбросить ее с себя. И это очень сильно облегчает. Поэтому это тоже прекрасная история. Вот, проживаем. И маленькое-маленькое пожелание: старайтесь сильно не думать. Следующий наш компонент, такой, да, большой в этой самопомощи, как раз-таки будет когнитивный. Мы будем отдельно говорить, что там с нашими этими мыслями делать. Но когда я понимаю, что я нахожусь на какой-то пике, на пику, ну, в общем-то, да, вот в этой вот наивысшей точке своего эмоционального состояния, старайтесь в этот момент не думать ни о себе, ни о своем каком-то прям сильном будущем. То есть, как это работает? Да, я могу признавать, что у меня сейчас есть вот это чувство, не знаю, там, обреченности, например, да, когда сломались все мои планы, сломалась моя стратегия. Но мне не нужно думать в подробностях и развивать эту идею, насколько я там и как везде, и все там не смогу, не преуспею, все пропало. То есть эмоции, мы стараемся фокусироваться на чувствах и на телесных проявлениях, на их проживании, а не на основе этих эмоций делать долгоиграющие какие-то там предсказания или какие-то выводы о себе, о своей жизни, вот все было бесполезно, вот я там неудачник, ну и так далее и тому подобное. Это всегда моя коронная фраза на сессиях, особенно когда мы говорим про вот эти пики, вот эти эмоциональные всплески. В суперсильных эмоциях мы не думаем. Мы стараемся вот этот мыслительный, да, компонент прям поставить на паузу. Мы обязательно к нему вернемся, но не сейчас. Если мы начнем думать в таком состоянии, кора наша сужена головного мозга, все наши рациональные человеческие высшие структуры отключены буквально, поэтому ничего хорошего из этих мыслей не будет. Наоборот, есть риск, повышается, закрепить ту искаженную картинку реальности, которая сейчас в любом случае есть из-за сильных эмоций. Если я буду, да, активно думать в таком состоянии, эмоции очень сильный фактор, такой якорь, да, в нашей памяти, есть риск усилить и закрепить абсолютно ненужные нам установки, убеждения относительно себя, относительно своих сил, относительно своего будущего. Не делаем, стараемся не думать. Вот. Это что касается эмоционального блока. Далее у нас идет когнитивный блок. Когнитивный блок, да, или блок работы вот именно с нашими мыслями, я как адепт когнитивно-поведенческой терапии, вообще это будет мой любимый блок, вот, он тоже крайне важен. Самая банальная, но самая также рабочая вещь вот в таких кризисных моментах — это как раз-таки выговориться. Можно использовать для этого близкого, там, да, родного человека, ну, кто готов, да, мне сейчас оказать такую форму поддержки и выслушать меня. Да, то есть мы выговариваемся максимально, вот это именно должен быть такой монолог. Вот эта вся, как это сказать, вся примесь, вся вот эта вот смесь из всего-всего-всего, от разочарования до отчаяния, до бесперспективности, до какой-то паники, до какой-то небезопасности. То есть это все должно быть мной озвучено, именно не перебивая меня, не стараясь как-то меня, не знаю, там притормозить, не заставив меня там что-то переоценить. Это чуть-чуть дальше. Вот сначала мы начинаем именно с вот этого выговаривания. Иногда сложно это сделать с близкими, со знакомыми, опять же, да, не лишним, если я чувствую, что я не могу этого, или мне недостаточно этого сделать, самостоятельно обратиться, возможно, да, за консультативной помощью, вот. Или же, тоже как вариант, я могу это все наговорить себе в голосовом сообщении, да, там, или записать себе видео, или выписать на бумагу. Без критики, без анализа, без соблюдения, там, не знаю, какой-нибудь пунктуации, без всего вот этого, просто дать вот этому просто именно, да, то есть мы там проживали эмоции, находили и проживали. Здесь мы даем выход именно мыслям, вот этим вот потоком. Есть прекрасная техника ограниченного письма, когда мы засекаем себе время, садимся и выписываем все, что у нас вот здесь есть, все, что на нас давит, все, что нас как-то
угнетает там, да, и так далее и тому подобное. Ставим ограничения, чтобы не заиграться в это, да, чтобы не произошло так, что я там уже 10 часов подряд этим занимаюсь. Ну, такого, конечно, не будет, но сам факт. Можно поставить себе там 15, 20, 30, час дать на это и прям сесть и наговорить, и выписать, да, то есть вот в этом одностороннем порядке. Нам здесь еще пока не нужна какая-то прям поддержка, что-то вот такое, нет. Нам важно это просто все достать из себя. Мы не будем никак с этим взаимодействовать, нам надо просто это вылить, высказать, выбросить из себя. Это очень также важный аспект, да, в урегулировании своего состояния и в том, чтобы понять, что и как с этим делать. Вот. Когда мы высказали всю эту историю, мы не возвращаемся, не анализируем это, ничего. Это просто попытка такого скинуть вот этот излишек напряжения. После этого мы можем уже действительно приступить к такой когнитивной самопомощи, а именно мы помогаем себе структурировать теперь уже, да, не просто все подряд выписывать, да, а структурировать именно наши страхи, волнения, переживания. Мы стараемся обозначить, назвать эту историю, да, то есть что конкретно, то есть мы уже уходим от вот этого масштабного изливания всего к большей конкретике. Что конкретно меня волнует, что меня там злит, что меня выносит, короче, мягко говоря, да, и заставляет всю вот эту гамму чувств испытывать, мы стараемся сформулировать как можно более конкретно. После этого это уже отличный материал. Опять, если дальше у вас будут какие-то затыки, сложности, да, как с этим работать, опять же, на каждом из этих этапов, если вы понимаете, что вы не справляетесь, вы можете обратиться за помощью к специалисту, это абсолютно нормально, и так процесс может пойти быстрее. Вот. Если же у вас все получается вообще замечательно, да, следующий шаг, что вы делаете с вот этой вот конкретизацией, да, я приведу маленький пример, допустим, там поломались планы, не знаю, с поступления, например, у человека. Человек готовился, сдавал экзамены, ездил на дни открытых дверей, он уже себе все запланировал, и не получилось. Вот. Какие могут быть страхи, переживания и так далее? Ну, самые, да, такие распространенные. Я никогда не поступлю. Я не состоюсь в жизни, я не смогу себя обеспечить, я где-нибудь там загнусь под мостом, да, еще чего-то там, во мне разочаруются все мои там родственники, я вообще там, не знаю, слабак, я ни с чем не справляюсь и так далее и тому подобное. То есть я вот это стараюсь все-таки вот в большую конкретику это собрать. Далее я прочерчиваю линию между, ну, лучше это сделать в столбик, скажем так. И стараюсь, ну, это такие будут отголоски, скажем так, техники когнитивной реструктуризации, классической техники в когнитивно-поведенческой психотерапии. Я пытаюсь с этими тезисами отдельно поработать, включив, да, то есть тут все, мы уже, видите, все больше и больше отходим от вот этого сугубо эмоционального реагирования. Я пытаюсь с ними поработать на предмет, а как может быть еще. Это самый простой и самый такой реально выполнимый, да, для самостоятельного вот этого, для самостоятельной работы, для самостоятельной самопомощи, как бы это ни звучало. Самый рабочий способ, да, именно вот этот вопрос задать. А как еще, да, это вообще может дальше быть? То есть наша задача с вами попытаться хотя бы в воображении раздвинуть вот этот пугающий, сложный, страшный, негативный вариант, к которому, да, моя психика взывает, который она мне демонстрирует, немножечко раздвинуть, немножечко сделать какую-то вариативность. Вот. А как еще это может быть? Причем постарайтесь, да, сделать эти альтернативы в нейтральном и позитивном свете. Например, я больше никогда не поступлю. А как еще может произойти? Например, я поступлю в следующем году, или поступлю еще через год, или поступлю через 5 лет, например. Да? Какой и самый такой вот какой-нибудь, не знаю, позитивный вариант, я поступлю еще и на бюджет, там еще и на какую-нибудь повышенную стипендию. То есть мы стараемся немного вот этот, ну, чаще всего вот эти вещи, которые вы выписали, да, они будут, конечно, очень негативные.
психика так устроена, она нас готовит к негативу. Она не готовит нас к счастливой жизни, она готовит нас к выживанию, а, соответственно, к негативу. Вот. Но когда этого негатива очень много и по многим аспектам, на нас это давит, и нас это не стимулирует, то скорее наоборот мешает нам, мягко говоря. Поэтому мы стараемся чуть-чуть раздвинуть, да, а как еще накидать вариантов, расширить вариативность. Вот. Не со всеми вариантами так получится. Не везде. Можете прибегнуть к обсуждению, допустим, с друзьями, с родственниками, с неравнодушными людьми. Можете поставить себя на место, допустим, даже не так, перевернуть ситуацию, да, что я бы в такой ситуации сказал бы там своей подруге или своему там другу, своему близкому человеку или просто хорошему человеку, которого я бы хотел поддержать. То есть можно использовать разные точки, скажем так, да, зрения, чтобы немножко расширить эти варианты. По всем аспектам, которым получится, здорово, классно, вы уже себя не перепугиваете, это уже замечательно. Как вишенка на торте когнитивной работы, вот этой вот экстренной, скажем так, да, такой коротенькой и интенсивной, это попробовать, я не призываю к какому-то супероптимизму, но попробовать найти в сложившихся обстоятельствах плюсы, какие-то достоинства, какие-то интересные моменты. Да, понятно, что не во всех ситуациях это можно сделать, есть ряд ситуаций, когда прям сложно очень это дается. Но попытка не пытка, попробуйте. Да, что хорошего может дать мне срыв вот этой стратегии, вот этого плана, вот этого пути, скажем так. Да, вот не получилось. Чем хорошим, да, или интересным это может на меня повлиять. Отдельным блоком после эмоциональной работы, когнитивной работы, а можно и нужно, не после, а вместе, идет блок телесности, блок физики, блок вообще вот этой нашей оболочки прекрасной, да, вот этой коробочки, носителю нашей психики и всему тому, что мы переживаем, да, всем тем состояниям. Отдельный, обособленно, скажем так, идет вопрос контакта с собой. В любых кризисных ситуациях, в любых сложных ситуациях, в любых эмоционально очень таких насыщенных ситуациях не забывайте про тело, про сон, про еду, про нормальную еду, про движение. Минимум какой-то базовый вообще набор движения быть должен. Мы стараемся уходить от вот этого замирания, да, когда небезопасно, когда какая-то флёр предсказуемости разбивается, когда в голове куча, опять же, этих страхов и непониманий. То, к чему мы можем возвращаться всегда, и это всегда у нас под рукой, это всегда у нас в доступе, это тело. Я не гоню никого в залы, на тренировки. Обычная прогулка. Не полчаса, не час, хотя бы 15 минут, хотя бы выйти до ближайшего какого-то там, не знаю, пункта выдачи магазина и так далее. Может быть, сделать кружок вокруг дома. Обычная зарядка 5-10 минут, да, с фокусом на том, что я делаю. Обычные, любые дыхательные практики, их миллион на просторах сети. Замечательная вещь. Вода. Питье теплое, приятные фактуры одежд, что-то не колючее, что-то такое тактильно приятное по сезону, по погоде, что вы можете чувствовать на своем теле, и тоже немножко вас это будет приземлять. Все возможные техники саморегуляции, релаксации, дыхательные, телесные, это все супер, да. Вот это такие базовые вещи, но когда мы в кризисе, когда мы в этом разрушении нашей жизни, как нам кажется в моменте, мы очень часто об этом забываем. А это необходимейшая база, которая всегда под рукой, которая всегда будет меня возвращать в то, что пусть в моей голове сейчас вообще мне супер небезопасно, я супер уязвимый, мне супер страшно, я растерян и потерян, но когда я возвращаю себе контакт с телом, я всегда делаю акцент на том, что посмотри, вот здесь и сейчас все хорошо, ты, не знаю, там под крышей, у тебя есть еда, ты можешь двигаться, тебе ничего не угрожает. То есть вот эта угроза будущего, да, после перемены этих планов, она настолько сильно может нас захватить, что мы можем,
много чего может нехорошего случиться, скажем так, да, психика может не выдержать, как формируется психотравма, к слову, как-нибудь поговорим об этом. Поэтому вот этот элемент заземления, возврата в реальность через тело дается нам лучше всего. Вот. Поэтому телесность, да, и вот эта вот наша мясная оболочка, крайне важная история вот в таких кризисных моментах, связанных с самопомощью. Ну, и присыпем, да, нашу историю с самопомощью немножечко философией, потому что именно в такие моменты любой кризис может стать как травмой для личности, так и точкой роста. Вот. И особенно вот в такие моменты, когда все идет не по плану, когда стратегия рушится, особенно, да, естественно, что чем в более важной для вас сфере эта стратегия рушится, тем более болезненно и тяжело это переживается. Да, когда нарушилась моя стратегия, куда, не знаю, там, пойти, тема, я не знаю, там, прогулки в новом месте, неприятно, но переживаемо. А когда рушится стратегия, не знаю, там, опять же, с тем же там, поступлением, освоением специальности, не знаю, там, планированием создания семьи, детей, каким-то... чем крупнее событие, тем сложнее его переживать. Вот. И вы можете поспособствовать тому, чтобы этот кризис личностный сделал вас не то чтобы сильнее, я бы сказала, скорее мудрее. Вот. И, естественно, философия — вещь очень обширная, да, и говорить можно много, но я бы хотела сфокусироваться вот на некоторых вещах. Одна из которых — ограничение ответственности. То, на что мы влияем, оно в 1000 раз меньше, чем то, что в целом влияет на происходящие события. Да, наша зона ответственности, наша зона какого-то контроля, наша зона влияния, прямого, косвенного, да, полноценного или частичного, она, несомненно, хуже, чем вообще все события в жизни, все вот это многообразие событий в жизни, которые, те самые обстоятельства, да, которые складывают обстоятельства, опять же, да, тем или иным образом. Вот разграничивать зону своего контроля — крайне важная вещь. Опять же, это иногда, частенько, может стать запросом на психотерапию, потому что вот некоторые кризисы, да, они обнажают в человеке его определенные паттерны, определенные отношения, да, подсвечиваются вот так. Человек понимает, что да, допустим, этот кризис показал мне из плюсов, да, как ситуация могла хорошо, скажем так, да, повлиять. Ситуация показала, что я не знаю, где пределы вообще моей зоны влияния, где пределы моего контроля. Я не могу это разграничить, мне от этого плохо. Я от этого беру на себя слишком много. Я от этого страдаю, потому что я не справляюсь с этим контролем, который я на себя взвалил. И это уже звучит как запрос на работу, вот, с которым можно эффективно работать. Вот. Но, опять же, мы говорим про такой успешный, беззаковыристый путь, да, крайне важно эту вещь разграничить. Где вещи, которые действительно я могу, да, на которые повлиять, а где те, которые, к сожалению, от меня вообще никак не зависят. Рядом с этим идет идея о том, что даже если я делаю все возможное, этого может оказаться недостаточно. И это нормально. Это жизнь. Это опять же, да, очень перекликается с темой ответственности, что мои возможности, да, повлиять, изменить что-то, да, оказать какое-то вот это влияние на что-то, они ограничены. И даже если это мой максимум, да, это не про то, что если я не справился, я недостаточно старался. Иногда это может быть так. Тоже надо проанализировать, посмотреть и так далее. Но это может быть еще и так, что я сделал все, что было в моих силах, и все еще не справился. И это очень по-человечески, это очень нормально. Признать вот эту свою ограниченность влияния на жизнь, на события, на масштабы, это крайне терапевтическая, это крайне мудрая история.
Если получится, кризис этот с вами уже случился, не зря. И вторая фундаментальная идея — это про многообразие и непредсказуемость нашей жизни. Ведь те события, которые в моменте могут нам казаться чем-то просто критическим, да, чем-то разрушительным, чем-то ужасным, спустя время могут принести свои плоды. Можно, я люблю тоже такую технику в работе использовать, повспоминать какие-то кейсы из прошлого, когда случались какие-то подобные вещи, как я оценивала их в моменте, все рушится, все плохо, все ужасно, там, все будет плохо, там, кошмарно и так далее, и как произошло по факту. Вот можно обратиться к каким-то таким своим историям своих, возможно, близких, родных, кого вы знаете, да, вот какие-то такие кейсы можно, да, в качестве тоже вдохновения, переосмысления, переоценки обратиться. Но можно обратиться к прекрасным произведениям искусства, да, как этот, господи, «Эффект бабочки», что фильм, что книга, ну, там, концепция одна и та же. Как этот новый фильм «Все везде и сразу». Прекрасный фильм, такой своеобразный, но мотив там тоже прослеживается. С вот этим вот многообразием событий. Супергероика, да, и кто он там видел будущее, Доктор Стрэндж, да, вот эти вот миллионы комбинаций развития событий и абсолютную непредсказуемость нашей жизни и многообразие причин, которые влияют на то, что произошло. И те события, которые могут казаться вам критическими, разрушающими, какими-то просто окончанием всего и вся, могут впоследствии, а могут и нет, но могут, да, не будем впадать в крайности, могут впоследствии привести вас к вообще вашей счастливой и хорошей жизни. Вот. Поэтому не забывайте о том, что жизнь, ну, это такая вторая идея, скажем так, философская, такая приправочка, что жизнь, она многообразная, сложная, интересная и супер неоднозначная. Вот. Можно приплести сюда еще идею, что, может, там это меня от чего-то уберегло, да, может быть, ну, это уже скорее туда, вот в эти вот неочевидные, скажем так, плюсы, да, что хорошего в этой ситуации могло произойти. Но это тоже не лишено смысла, вот. Но из философии это вот эти две идеи. Про ограниченность нашего контроля и про многообразие вообще этой жизни, этих событий, этих комбинаций, да, и последствий, скажем так. Вот. Как-то так. Надеюсь, повторюсь, да, свой посыл с начала видео, что если хоть кому-то оно поможет немножечко облегчить состояние переживания кризисного периода, да, срыва вот этих вот планов, я буду бесконечно рада. Вот. Спасибо, что были со мной. До скорых встреч. Пока-пока.